Название конференции «Память Великой Победы. Фундамент дружбы и единства» говорит за себя. Мероприятие подчеркивает важность победы над фашизмом и ставит целью сохранения исторической правды и воспитания молодежи в духе уважения к подвигу предков. В конференции приняли участие представители посольства России, администрации президента, Кабинета министров, Общественной палаты Абхазии, Россотрудничества, Дома Москвы. Открыл конференцию посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Он зачитал поздравления секретаря правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Геннадия Овечко. Важно, что эта встреча еще один шаг к объединению наших усилий в сбережении исторической правды, развитии гуманитарного диалога и воспитании молодежи в духе уважения к подвигу предков. Великая Победа не просто страница истории, но и прочная основа нашего совместного настоящего будущего. Мы, наследники победителей в Великой Отечественной войне, ответственны за сохранение преемственности поколений и противостояние попыткам исказить итоги Второй мировой войны. Российские соотечественники Абхазии вносят значительный вклад в дело укрепления взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами. Вы реализуете множество проектов, значимых для продвижения русского языка и культуры, укоренения традиционных духовно-нравственных ценностей. Среди почетных гостей вице-премьер правительства Враздат Минасян. В своем приветственном слове он отметил большую важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и о вкладе наших соотечественников в дело Великой Победы. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань памяти героическому подвигу, который стал символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе. Великая Победа – это не просто историческая дата, это священная память, которая живет в сердцах каждого из нас, передается из поколения в поколение, является нравственным ориентиром для будущего. Абхазский народ внес достойный вклад в дело победы. Наши отцы и деды сражались плечом к плечу с народами Советского Союза, проявляя героизм на полях сражений и самоотверженность в тылу. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и потрясениями, мы особенно ясно осознаем, память о победе объединяет. Сергей Шамба, глава политической партии «Единая Абхазия», поблагодарил Россотрудничество и Российскую Федерацию за проведенные мероприятия в преддверии праздника Великой Победы. Он подчеркнул, что мероприятия в честь 9 мая напоминают молодежи о подвиге ценою в жизнь. Это восстановление памятников, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны и другие мероприятия. Конечно, дружба и братство, которые скреплены кровью, они более прочные и вечные. Молодежь должна все-таки знать, вот время проходит, и, конечно, многие такие вещи забываются. И именно поэтому те мероприятия, которые проводились, и тот же «Вечный огонь», который распространяли по районам, и другие мероприятия, они как раз нацелены на то, чтобы молодежь не забывала о тех трагических и героических страницах нашего прошлого. Владимир Куликов, руководитель Россотрудничества в Абхазии, рассказал присутствующим о различных мероприятиях по поддержке соотечественников, которые проводятся представительством. В прошлом году мы как представительство поддержали проведение 6 мероприятий различной направленности и с довольно широкой географической разметкой. В этом году по линии ПКТСР мы также поддержали проведение историко-музыкального мероприятия, посвященного 185-летию со дня рождения Чайковского, которое, на наш взгляд, прошло достаточно успешно. Что нас очень радует, становится традиционным проведение мероприятий в рамках празднования Дня русского языка и Дня народного единства. Председатель КСОРС Олег Юрченко зачитал отчетный доклад. В нем он обозначил достижения и рассказал о проделанной работе. Во-первых, мы провели 7 новогодних елок, новогодних утренников для детей-соотечественников в 6 городах страны. Восстановили несколько памятников. Село Царча, село Кутол, село Виада-Бардяб и город Гудаута. Я сейчас говорю именно об отчетном периоде от конференции до конференции. То есть прошел год, и вот у нас 17 мая прошлого года была конференция, сегодня 22 мая. За этот год было сделано
восстановлены 4 памятниками силами соотечественников. Глубокое уважение к подвигу ценою в жизнь, сохранение памяти для будущих поколений – главная цель таких мероприятий. Победа в Великой Отечественной войне – это страница, которая вписана в историю человечества вместе со своими героями. Аэлита Арутюнян, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.